Между тем, столица Коми, Сыктывкар, уже живет ожиданием столетнего юбилея республики. Уже сейчас в городе идут значительные преобразования, его благоустройство. Обо всем этом реализации национальных проектов, о ремонте дорог, строительстве новых социальных объектов рассказала на неделе руководитель администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова, подводя итоги работы за год. Любовь Лапина в деталях о том, что сделано и еще предстоит. Главными задачами в 2019 году были исполнение обязательств в социальной сфере, выполнение майских указов, обеспечение бюджетной сбалансированности, а также повышение эффективности расходов. Отчет сопровождают фотографии «было», «стало». Они как нельзя лучше наглядно говорят о результатах работы. Наиболее ощутимые изменения в дорожной сфере. В прошлом году Сыктывкар вошел в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Было отремонтировано 26 участков дорог протяженностью более 35 километров на общую сумму 493 миллиона рублей. Результат, как говорится, налицо. Количество городских дорог, не отвечающих нормативным требованиям, сократилось больше, чем на четверть. Впрочем, на достигнутом никто не останавливается. В этом году работа по нацпроекту продолжается. Сейчас с приходом тепла у дорожников как раз началась жаркая пора. В 2020 году также продолжаем этот национальный проект. Также у нас свыше 400 миллионов рублей выделено на эти цели. И мы также планируем около 30 километров дорог отремонтировать. Поэтому с каждым годом качество дорог в Сыктывкаре будет улучшаться. Одним из приоритетных направлений в работе администрации города было и остается благоустройство Сыктывкара. Наталья Хозяинова подчеркивает, без этого сегодня невозможно представить комфортную городскую среду. Ежегодно на ее совершенствование направляется большой объем средств. В преддверии столетия республики Коми и 240-летия образования Сыктывкара эта работа приобрела особую важность. Так, в прошлом году заметно преобразились 24 дворовые и 8 общественных территорий. Всего на реализацию проекта было направлено почти 143 миллиона рублей. По дворам были проведены работы по замене асфальта на проезжих пешеходных частях с заменой бордюрных камней, заменили светильники на энергосберегающие, установили скамейки, урны, были обустроены детские игровые площадки, часть затрат на которые компенсировали жильцы многоквартирного дома. Самым важным и большим проектом в 2019 стало обустройство парка строителей на сумму свыше 35 миллионов рублей. Здесь появились новые асфальтированные дорожки, детские и спортивные площадки, отведена территория для выгула собак, обустроено уличное освещение. Вместо лесного массива появилось светлое уютное пространство для отдыха жителей. Это место ожило, люди посещают новый парк. Масштабные обновления затронули и Коммунистическую улицу. Рядом со Стефановской площадью в самом сердце столицы появилось современное и уютное пространство. Теперь горожан и гостей Сыктывкара радуют новые фонтаны, деревья, скамейки, фонари и велопарковки. Постепенно освобождается город и от несуразных кричащих рекламных конструкций. Более 200 из них уже демонтировано. Планируется, что в скором времени все городские объекты будут дополнять друг друга, поддерживая единую стилевую концепцию. Также мы активно ведем работу по вывескам на главных фасадах нашего города. Мы разработали новый дизайн-код, регламентирующий внешний вид адресных табличек и вывесок на главных фасадах, также запрещающий размещение на фасадах антенн, кондиционеров и других конструкций. Мы уже начали прорабатывать вопрос с собственниками магазинов и организаций по замене вывесок. Такие вывески освобождают фасады и делают внешние облики зданий нашего города приятным и единообразным. Современный город должен быть не только красивым, но и комфортным, а потому отдельное внимание уделяется и жилищному вопросу. Кроме строительства новых домов, в городе ведется активная работа по капитальному ремонту уже существующих. Так, в прошлом году ремонт крыш, фасадов и замена лифтового оборудования коснулись почти 60 домов, а 225 сыктывкарских семей-льготников, в том числе дети-сироты, молодые семьи, переселенцы из ветхого жилья, получили поддержку для улучшения жилищных условий. Стоит отметить, что социальный блок вообще занимает особое место в списке приоритетных для мэрии. Так, например, сумма финансирования по нацпроекту «Демография» в 2019 составила больше 150 миллионов рублей. Реализация велась сразу по двум направлениям – модернизация сфер физической культуры и спорта, а также дошкольного образования. Благодаря последнему в городе было создано 160 новых мест в детских садах. За счет переоборудования помещений в 4 муниципальных детских садах создано 90 дополнительных мест. В этой части мы продолжили работу также по выкупу помещений в жилых домах для переоборудования под группы. По такой схеме в прошлом году создано 70 дополнительных мест за счет приобретения помещений
В этом году такая работа продолжается. Кроме того, еще в 2019-м началось строительство детского сада на 270 мест в местечке Емель Эжинского района. Планируется, что оно будет завершено уже в конце сентября. Близится к завершению строительства и другого важного образовательного учреждения – современной школы на 600 мест по улице Новозатонской в Сосновой Поляне. К слову, последний такой объект в Сыктывкаре сдавался аж 27 лет назад. Сейчас в будущей школе уже светло и просторно, завершается отделка, завозится мебель, идет благоустройство территории. Также в рамках реализации нацпроекта образования в 2019 году были открыты 3 образовательных центра «Точка роста». Это совершенно новый подход к обучению по программам цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профиля. Образование, спорт, дороги, строительство – и это еще далеко не все. Все проекты и мероприятия, которые реализует мэрия, направлены на благо города и его жителей. В конечном счете результат от проделанной работы измеряется не в сухих цифрах, а в обратной связи от жителей Сыктывкара. И она есть. Сейчас важно продолжать начатое, не снижая набранного темпа. К тому же на очереди воплощение в жизнь новых замыслов. Так со дня на день начнется благоустройство площади под часами. Летом будет выполнено благоустройство историко-революционного мемориала около Свято-Вознесенского храма в Кируле. В скором времени мэрия также планирует обустроить бульвар на территории у дома по улице Свободы 10А и сквер перед зданием по улице Интернациональная 108. Ну а один из главных проектов – городская набережная, которую планируется преобразить к столетию республики.